в нашем возрасте мы имеем огромный опыт в жизни и можем этот опыт хоть частично передать и молодым. И поэтому, я думал, было бы ошибочно, если молодые допускали ошибки, а не учились от опытных. В этом кинотеатре я 4 года отработал и кончил среднюю школу. В Союзе в среднем работу меняли через 3 года, а профессии в течение жизни 3 раза. Средние данные. Я без деятельности, если были бы у меня пенсии такие, как на Западе, тогда бы я разъезжал по миру. Но с этой пенсией никуда не уедешь, поэтому, чтобы лучше жить, кроме пенсии еще нужно хоть немножко подработать. Я бывший ученик Мервалда Розенберга, закончил школу в 1990 году, и он был моим преподавателем информатики и компьютерных наук, Computer Science, в то время. И благодаря именно ему я очень сильно заинтересовался этим направлением. До пенсии, когда была создана семья, нужно было детей растить, учить, и работал обычно в 2 или 3 местах, но деньги надо было зарабатывать. Ну, а когда пенсию получил, тогда дети были выросли уже дети, ну, тогда мог начинать думать об изобретениях. Ar Miervaldi mēs iepazināmies pirms kādiem 3 gadiem, kad viņš atnāca pie mums uz biedrību un rādīja savus izgudrojumus. Izgudrotāja biedrība ir biedrība, kas apvieno izgudrotājus un ne tikai ar mērķi izgudrojumus novest līdz sabiedrībai. Komercializēt, ieviest sociālajā dzīvē. Un, tas ir galvenais mērķis, jo katram cilvēkam ir kaut kādas idejas, izgudrotājiem ir sevišķi, un vienam pašam realizēt to izgudrojumu ir ļoti grūti. Bet apvienojoties, mēs varam viens otram palīdzēt, mēs varam palīdzēt izgatavot prototipus šeit darbnīcā un atrast finanses un tādā veidā novest šo izgudrojumu līdz tirgumu. Miervaldim izgudrošana, manuprāt, ir pats galvenais viņa dzīvē. Es domāju, ka viņš ar izgudrošanu ir pārņemts visu savu laika periodu, pat arī noteikti miegā, darbojoties. Viņš visu laiku par to domā, ar vienu, ko viņš varētu jaunu izdomāt. История появления всего этого было таким образом, что когда я ходил кататься с внуками, то спешил и не затянул как следует эти веревки. И когда ездил, тогда в повороте упал. Упал, потому что было слабо затянуто, и упал. И после этого думал, надо сделать так, чтобы было крепче держалось это. И заработать деньги при помощи изобретений
конечно, надежда, конечно, цель, но когда это получится, трудно сказать. Единственное, может быть, начать надо будет с коньками. Может быть, это хоть чуточку какие-то деньги появятся. Es domāju, ka viņš pastāvīgi ir noderīgs gan biedrībai, izgudrotāju biedrībai ļoti noderīgs. Un tas galvenais, ko viņš sasniedz, ir, kad viņš savā vecumā, savos, teiksim, pensijas gados katru dienu ir ļoti aktīvs un kaut ko izgudro, kaut ko gatavo jaunu. Ja, es nevaru spriest, ko viņš realizēs pēc 5-10 gadiem, tas jau tikai Dievs viens zina, bet tas, kad viņš katru dienu ir tik aktīvs, tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Un viņam ir redzējums uz priekšu, viņš nedzīvo pagātnē, bet viņš dzīvo nākotnē, un tas ir galvenais pluss. Я думаю, что сегодня многие люди, которые перешли возраст 50 лет и старше, они удалены из общественной жизни, они не чувствуют общества, потому что общество сильно поменялось в последние 20 лет. И видеть людей, таких как Мирвалдис, которые активные, которые участвуют в мероприятиях, которые вовлекают молодых людей в работу и стимулируют их интерес к жизни и к науке, это замечательно. Miervaldim nav tāds raksturs, lai viņš dzīvotu mierā. Viņš vienmēr atrod, ko darīt, kur pielikt savu roku, pamācīt jaunos, apmeklēt dažādus pasākumus, dažādas lekcijas, arvien izglītot sevi līdz mūža galam. Tas viņu neapstādinās dzīvot mierīgu pensionāru dzīvi. Во-первых, потому что ему уже вроде бы не 16 лет, но тем не менее восприятие у него сохранилось очень свежее, очень яркое, и он не просто заучивает что-то, а он с удовольствием это делает, он сам на это идет. Таких людей очень мало. Tātad, ja sabiedrībā būtu vairāk šādu aktīvu cilvēku, tad tas galvenais, ko es gribēju teikt, kad šie cilvēki dod sabiedrībai, nevis ņem no viņas. Jo varētu domāt, Miervaldes pensija, viņš ņem priekš sevis, bet patiesībā viņš dod daudz vairāk ārā no sevis nekā ņem. Un līdz ar to visa sabiedrība iegūst. Un tā viņa pieredze tieši konkrēti izgudrotāju biedrībā un tajā visā darbībā, ko viņš darbojas, palīdz mums jaunajiem, jeb citiem jaunajiem izgudrotājiem. Представить себе жизнь, не работая, можно только тогда, если лягу в постель и не смогу двигаться. Но иначе если не работаешь и ничем не занимаешься, ты думаешь только, где болит, тут болит или где болит только. Это считаю неправильно.